Ситуация крайне неприятная. С 19 числа мы мониторим ситуацию. То есть фактически, что мы сегодня наблюдаем на границе, Государственный комитет по доходам Республики Казахстан установил негласный таможенный контроль или скрытый таможенный контроль. Потому что на пунктах пропуска государственной границы работают сотрудники фискальных органов, которые фактически осуществляют очень жесткий досмотр грузов, которые проходят через казахско-кыргызскую границу. И в результате вот этих действий, которые являются явным нарушением основных базовых принципов договора о Евразийском экономическом союзе, в частности 25 статьи, которая не допускает никаких административных процедур, связанных с фискальными мерами, и вообще никакого государственного контроля, нарушая тем самым эти требования договора, казахская сторона наносит значительный экономический вред нашим предпринимателям, которые занимаются этим видом деятельности. При этом я хотел бы отметить, что здесь касается не только товаров народного потребления, но до сих пор у нас на границе стоят грузы, связанные с продукцией, произведенной нашими фермами. Это касается картошки, яблок. То есть, несмотря на то, что договор не предусматривает возможности ограничения ввоза данной продукции с одной страны в другую страну в рамках Евразийского экономического союза, такие ограничительные меры также были вменены. Поэтому, я не знаю, это в принципе не просто грубое нарушение условий Евразийского экономического союза. Я думаю, это фактически дискредитация самой идеи евразийской интеграции. Поэтому мы считаем, что в данном случае, несмотря на попытки провести консультации с органами из Казахстана, из таможенной службы, из правительством, несмотря на их заверения, что они намерены урегулировать ситуацию, мы видим, что ситуация не решается. На сегодняшний день, вот мы постоянно ситуацию мониторим, уже более 250 машин скопились на пункте Актилек у нас, и в этой связи мы должны уже принимать какие-то решительные меры. И для начала мы все-таки предлагаем отозвать наших министров Евразийской экономической комиссии, то есть приостановить их участие в работе комиссии для консультации по ситуации, которая сложилась на границе.